Здравствуйте, дорогие товарищи, с вами шоу Виктора. Так, ну, как вы видите, это кулинарная программа от Сиасу Уфу. Ну, что ж, начинаем. Сегодня мы будем готовить испанское раска. Это блюдо, которое готовит, как было написано на рецепте, в мультиварке с использованием мяса, говядины или свинины. Кроме них еще присутствуют овощи, ну, морковь, естественно, лук, чеснок, болгарский перец красный, желтый, ну и, собственно, лимон. Ну, это уже для соуса. Нарезаем морковь. Желательно, кстати, морковь в данном случае разрезать гораздо мелкими кусочками. Почему? Потому что она готовится очень быстро. Соответственно, чтобы овощи не были твердыми, нужно их мелко нарезать. Почему я начал вот такое шоу? Ну, можно условно сказать шоу. Это было дело вечером на собрании Сиасу Уфу, где я, собственно, протоколировал собрание. Я просто занимаю должность секретаря. Сидел, писал себе протоколы, потом что-то начинает говорить о еде. Я чувствую уже, что-то уже запахло. Я чувствую уже, в мою сторону уже поглядывают. Потом кто-то сказал, мы можем сделать кукинг, в принципе. Вот. И вдруг почему-то на меня посмотрели, особенно наш председатель Сиасу Уфу Борисов Юрий Николаевич. Я подумал о чем-то. Так, потом решил, ну ладно, это сойдет. Если, ну, условно говоря, если я умею готовить, то чушь не сниматься-то, а? Нормально же. Вот. Ну, сейчас я, в принципе, может быть, и переоцениваю себя в рамках того, что я хорошо умею готовить, но это уже мое собственное личное убеждение. Так, ну сейчас, как мы видим, уже подготовили морковь. Кстати, тут уже нужно соблюдать тоже баланс мяса и овощей, мяса и овощей. Почему? Потому что вкус мяса может и затеряться среди огромного количества овощей, если вы, естественно, переборщите с этим. Так, сейчас будем готовить, ну, подготавливать для дальнейшей готовки репчатый лук. И вот уже мы будем резать мелко. Насчет болгарского перца, можно тут, в принципе, разрезать на маленькие кусочки или же на длинные. По идее, до этого мы хотели приготовить другое блюдо, но решили отказаться ввиду некоторых причин. Так, ну, естественно, в любом случае повар должен уметь сориентироваться, какое блюдо ему приготовить. Ну и в данном случае в общежитии не оставлять без ничего своих друзей, которые вечером приходят с собраний, там, не знаю, с спортивных занятий, приходят там голодные. Так, сейчас мы вот этот китайский капусту вот так разделяем, чтобы в дальнейшем украсить наше блюдо. Ну, по идее, вообще, готовка это чистой воды иногда может быть импровизацией. Почему? Потому что не все может идти по плану, во-первых. Во-вторых, иногда тебе просто хочется поэкспериментировать, что ли, там. Что если соединить это и это, что из этого получится. Ну, собственно, вот. Готовлю я не по оригинальному рецепту. По идее, в испанской раксе должно быть кориандр, куркума. Да, куркуму я, собственно, взял. Сухое красное вино. В данном случае я добавил соевый соус, томатную пасту и специи. Сейчас я добавляю куркуму для придавания цвета, ну и может для немного вкуса.
Хотя я сомневаюсь, что она сильно окажет на вкус. Но цвет для нас тоже важен, потому что блюдо должно быть презентабельным. Так. Сейчас все это тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Когда она превратится в однородную консистенцию, то нужно сначала нарезать чеснок мелко-мелко-мелко и добавить. И опять же перемешать, потом еще добавить лимонного сока. Но это уже на мое усмотрение. Собственно, мы очистили чеснок. Теперь делим его пополам и как можно максимально мелко режем сначала вдоль, потом поперек. Добавляем сок лимона. Она придаст кое-какую свежесть, собственно, мясу. Вот, все, соус готов, все готово. Все подготовили, теперь идем готовить. Собираюсь я вот так приготовить. В испанском раска, да, готовит сначала мясо, потом добавляет соус. Но я поступлю иначе. Я сначала добавлю овощи, поджарю его, потом добавлю уже в процессе мяса, потом уже, собственно, как и по рецепту, добавлю соус. И дальше посмотрим, что из этого получится. Итак, наше блюдо готово. Испанская ракса, видите, все весьма презентабельно украшено. Салатик, овощи, мясо, ну и, собственно, соус, который мы добавили. По затратам на еду можно сказать, что она вышла весьма дорогим, потому что это составило в рамках 300 с лишним рублей. Многие студенты скажут, что это весьма дорого, но можно же, в принципе, в месяц один раз позволить себе. Вот. А насчет сложностей готовки возникли тогда, когда я начал жарить болгарский перец. Почему? Потому что когда готовишь болгарский перец, особенно на сильном огне, когда жаришь, да, возникает проблема избыточного водоотделения, собственно, из овоща. В данном случае проблема была в том, что испанская ракса традиционно она отличается своей густотой, а в данном случае она выходила слишком жидким, поэтому пришлось открыть крышку и выпустить пар, в буквальном смысле. Соответственно, вода выветрилась и осталось самое вкусное, сочное и густое. Вот. И вот испанское блюдо, опять же, повторюсь, испанская ракса. Будьте здоровы, приятного аппетита!